Час дня в Украине. Время новостей на АТР. Подводим итоги первой половины четверга, 16 ноября. В студии Маргарита Потапова. Очередные обыски в оккупированном Крыму. В Советском районе ФСБ и вооруженные силовики ворвались в дом семьи Мустафаевых. В доме они якобы искали наркотики. После обыска на авто без номеров увезли главу семьи Мустафу Мустафаева. Его жена Ленара Мустафаева, учитель крымско-татарского языка и литературы, пыталась помешать силовикам забрать мужа. О том, как проходили обыски, далее без комментариев. Уйди, убери. Уйди отсюда, говорю. Иди вот туда. Ты судья, ты прокурор. Ты нашел, ты у меня весь дом перевернул, ребенка на колени. Ты нашел наркотик? Кто старший здесь? Кто старший? Ты нашел? Не говорите, что это такое? Раз крымские татары, значит, можно так говорят. Если вы не нашли ничего. Не нашли, зачем забирать? Желание поехать. И нас что там закопали все? Мы уже привыкли татар копать. Что это такое? Мы тоже телевидение смотрим, видим, что вы творяете. Раз не нашли, зачем забирать? Потом не докажут, куда вы забрали. На месте разберитесь. Разбирайтесь на месте, вызывайте наших властей. Потому что у них нет ответа на этот вопрос. Они сами не знают, зачем приехали. Поехали, да. Забрали, поехали. Раз не нашли, чего вы забираете ребенка? Разбирайтесь на месте. Привыкли татар пугать. Нет тут пуганых. Кроме этого, есть информация еще об одном обыске. Силовики приехали на 5 машинах в дом крымских татар в селе Маковка Кировского района. Наши журналисты пытаются узнать подробности. Позже мы расскажем больше. В оккупированном Крыму обстреляли дом крымско-татарского активиста Джафера Аметова. Это произошло ночью в селе Курское Белогорского района. Об этом заявил председатель ЦИК Курултая Заир Смедля. Пострадали вот двери, машина сзади стояла там, разбили заднее стекло, капот в дырках все. Ну, в стенку немного там шрапнели прошлось. Дверь входная, тоже там пару дробинок попали. В деревне 30 лет живу, никому дорогу не переходил. У вас с кем-то конфликты были? Никаких конфликтов не припоминаю. Ближайшие 5-10 лет никаких конфликтов. Никаких таких стычках не участвовали. И вообще деревня у нас спокойная была. Я не знаю, в честь чего этот праздник устроили. Теперь полиция подозревает одного из жителей этого же села, и вот они поехали к нему, в общем-то, дальше разбираются, он ли это в самом деле. Видимо, через какое-то время будет что-то больше известно. Пока вот единственное, что мы знаем об этом. Владимира Балуха оставили под стражей. Сегодня подконтрольный Кремлю суд в очередной раз рассматривал его дело. С последнего заседания подсудимого повезли в больницу. Ему стало плохо прямо в зале суда. Крымский фермер из поселка Серебрянка Владимир Балух в 2014 году на крыше своего дома вывесил украинский флаг, а затем установил еще и табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни». Именно из-за его открытую проукраинскую позицию ФСБ начала охотиться на него. В декабре прошлого года в доме Балуха провели обыск. Оккупанты тогда заявили, что якобы нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В этом году суд Крыма приговорил Балуха на 3 года и 7 месяцев в колонии общего режима. Однако позже дело украинского патриота отправили на повторное рассмотрение. У Олега Сенцова в российской колонии начались проблемы с сердцем. Об этом сообщил адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе. По его информации, у Сенцова из-за постоянного холода в камере сначала обострился ревматизм, а теперь прихватило и сердце. Украинского режиссера в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В прошлом месяце Олега Сенцова этапировали за полярный круг в тюрьму на Ямале. И там на 2 недели отправили в штрафной изолятор. У Олега начались проблемы с сердцем. Врач запросил его детские карточки. Я думаю, что в ближайшее время мы эти карточки найдем, направим в колонию, и Олегу будет назначено лечение.
Украина не пойдет на шантаж боевиков по обмену пленными. Об этом заявила член трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. По ее словам, боевики ОРДЛО и в дальнейшем пытаются включить в список на обмен несколько десятков человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе, но совершивших тяжкие преступления против Украины. В частности, в списке террористов есть фамилии тех, кого подозревают в убийстве героев Небесной Сотни. Украина не может согласиться на такие условия. В результате процесс обмена пленными заблокирован уже 14 месяцев. Сегодня в Верховную Раду пришли родственники пленников боевиков ОРДЛО. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме возвращения украинских пленных, в стенах парламента устроили фотовыставку «Незабытые». Десь біля 150 чоловік в полоні, але представники ОРДЛО підтверджують всього біля 80 чоловік. Ну, по нашим даним, там більше людей, ну не підтверджені. Поки не прийнято рішення о тому, що Росія агресор, виходить, наші хлопці знаходяться не в полоні, а вони захоплені у заручників, бо у нас ситуація проведення операції АТО. Тобто на них не розпространяються конвенції Красного Креста, по полоненим, міжнародні конвенції. Скандал вокруг одесского лагеря «Виктория» не утихает. Местный суд освободил из-под стражи директора лагеря, где в сентябре при пожаре сгорели дети. Родители погибших и пострадавших школьников бьют тревогу, боятся, что теперь руководитель учреждения, которому инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности, будет угрожать свидетелям. Прыгнули, где прыгнули? Никто нигде не прыгнул. Эти жуткие кадры Украина увидела 16 сентября. Тогда в Одессе около полуночи загорелся лагерь «Виктория». Детей из танцевального ансамбля «Адель», которые тогда там отдыхали, эвакуировали. Еще с ночи не досчитались 3. Их нашли под утро, тела девочек обгорели дотла. Сигнализации нету, рукавов нету, пожарного водоема нету. Открылись, забыли. Детей нету, никто не... 3 детей с одной комнаты пропало. 3 в одной комнате. Их забыли. Прыгнули, где прыгнули? Никто нигде не прыгнул. Это счастье, что это произошло в 11 часов ночи, когда дети еще не все легли спать. А если бы это ночью произошло? Кто бы ответил за наших детей? Кто, я спрашиваю? Уцелевшие дети рассказали, пожарная сигнализация была неисправной. Сигнализация срабатывала почти каждый вечер. Ее решили отключить, поэтому она не сработала. По факту гибели девочек сразу открыли уголовное производство. А директора лагеря «Виктория» суд отправил под арест на 2 месяца. Однако теперь его освободили под залог. Це рішення є незаконним, тому що не може суд при продовженні терміну змінювати умови запобіжного заходу. Тому ми абсолютно впевнені, що апеляційна інстанція вказане рішення скасує. 40 родителей, чьи дети в сентябре отдыхали в лагере, сейчас в статусе пострадавших. Решение Приморского суда об освобождении директора их возмутило. Более того, на заседание их вовсе не пригласили. Это же резонансное дело, может, они бы высказали свою позицию. Исходя из чего вообще суд принимал решение, не выслушав потерпевшую сторону? Мы боимся, что он может сбежать. Мы боимся, что он может влиять каким-либо образом на ход следствия. Как минимум, все родители боятся за своих детей. Свобода директору Петросу Саркисяну обошлась в 128 тысяч гривен. Срок его ареста должен был истечь послезавтра. Прокуратура Одесской области ходатайствовала о продлении ареста. Ми категорично з цим не погоджуємося і вважаємо, що ця людина, враховуючи ризики і інкриміновані дії йому, вона має перебувати під вартою без будь-якої альтернативи залогу. Це можливий незаконний тиск на свідків, на потерпілих, на підозрюваних, на інших сторін процесу. Також це можливість зникнення від органів слідства та суду. Пока прокуратура ждет апелляции, подозреваемый Саркисян может беспрепятственно выехать из Украины, так как отпустили его под единое обязательство – явиться на следующее заседание суда. Вторую подозреваемую в деле, воспитательницу лагеря Наталью Янчик, еще в сентябре суд освободил на поруки нардепа Мустафы Наема. Он тогда объяснил это тем, что руководство лагеря без ведома женщины возложило на нее ответственность
за пожарную безопасность. Риана Алиева, Заман, АТР. В Харькове сегодня проведут третий следственный эксперимент по делу резонансного ДТП, которое унесло 6 жизней. В нем примет участие лишь один из участников аварии, водитель «Фольксвагена» Геннадий Дронов. Он, как и другая участница ДТП, водитель «Лексуса» Алена Зайцева, находится сейчас в СИЗО. И сегодня адвокат Геннадия Дронова в суде будет обжаловать его арест. Он не согласен с тем, что его клиента содержат под стражей. 18 октября в Харькове «Лексус» не разминулся на перекрестке с «Фольксвагеном» и вылетел на тротуар, где сбил 11 человек. 6 из них погибли. Санкции против России не будут сняты, пока она полностью не выполнит Минские соглашения. Более того, если Кремль не одумается со своей агрессией, его ждет усиление политического и экономического давления. Такое заявил заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вес Митчелл. Накануне он с визитом прибыл в Киев и уже встретился с Петром Порошенко. В ходе беседы американский гость заверил украинского президента в полной поддержке Соединенными Штатами восстановления суверенитета Украины над оккупированными территориями. Мій візит підкреслює, що Сполучені Штати і надалі тримають незмінний курс на цілковиту підтримку України не лише в її боротьбі з російською агресією на Сході, а й боротьбі за реформи тут, у тилу. Головний меседж мого візиту – Сполучені Штати будуть поруч з Україною, оскільки цінують дружбу з нею. І для мене велика честь зараз бути тут, в Україні. Украине предлагают обменять Крым на Приднестровье. Такое предполагает народный депутат Ирина Фрис, ссылаясь на резонансное заявление президента Молдавии по Приднестровью. Игорь Додон на днях призвал Тирасполь самоопределиться, он в составе Молдовы или Украины. Ирина Фрис предполагает, что пророссийский президент Молдавии явно озвучивал скрытое предложение Кремля. Украине фактически отдадут Приднестровье в качестве компенсации за аннексированный Крым. В России надеются таким образом легализовать аннексию полуострова. Однако, как напомнила Ирина Фрис, Украина никогда не посягала на территорию Приднестровья, поскольку считает ее неотъемлемой частью Молдовы. Также Украина не торгует своими территориями. У мене взагалі таке враження, що президент Молдови зараз керується виключно і координується в своїх заявах та діях виключно з Кремля. Такі заяви робляться виключно для того, щоб створити інформаційний шум навколо ситуації з Кримом, анексією Крима, і для того, щоб в принципі відійти від питання врегулювання згідно з міжнародним правом. ВАДА не вернут аккредитацию российского антидопингового агентства. Такое решение Всемирное антидопинговое агентство приняло на своем заседании в Сеуле и сообщило о нем в Твиттере. От этого постановления, хотя и не напрямую, зависит допуск российских спортсменов на Олимпиаду в следующем году. ВАДА требует, чтобы Москва публично признала, в России существует государственная система допинга. Второе требование – допуск допинг-офицеров в закрытые города, где живут спортсмены. Председатель Олимпийского комитета Российской Федерации говорит, эти требования РУСАДА выполнить не может и называет решение ВАДА политическим. Будут ли российские спортсмены принимать участие в Олимпиаде в Южной Корее, решит Международный Олимпийский комитет 5 декабря. И это все новости на данный час. Смотрите «Заман» в 14:00 с Мавилем Мухтаровой. Будьте с нами и хорошего дня.